А диктатура в Таджикистане крепчает, или это маразм Эмомали Рахмона? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое резонансное событие произошло в нашей стране. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Далери Имамали и Абдулла Гурбати, два таджикских блогера, задержаны сотрудниками милиции. В отношении Далери Имамали возбуждено уголовное дело по статьям 259 часть 1 «Незаконное предпринимательство» и 346 часть 2 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Таджикистана. Журналисту Абдулло Гурбати предъявлено обвинение по части 1 статье 328 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Оба блогеры водворены в ИВС в Душанбе. Далери Имамали и Абдулло Гурбати были доставлены в прокуратуру столичного района Шахмансур 15 июня, и вечером того же дня их задержали. По словам адвоката Абдурахмона Шарипова, Далери Имамали сказал на допросе, что он удалил видеоконтент своего канала в YouTube после раскаяния. В части обвинений в незаконном предпринимательстве Далери Имамали сказал, что хотя он и является членом Союза журналистов, но в последний год занимался блогерской деятельностью. Адвокат Абдурахмон Шарипов сообщил, что Далери Имамали подтвердил, что за год блогерской деятельности получил хоть и небольшую, но прибыль, и он не знал, что должен был платить налоги за свою деятельность. Адвокат добавил, что Абдулло Гурбати на допросе отрицал выдвинутые против него обвинения и сказал, что у него не было ни намерения, ни цели оказывать сопротивление или конфликтовать с сотрудниками милиции. Абдулло Гурбати сказал, что его отпустили после допроса в ОМВД Шахмансур номер 1, но когда он уже выходил из отдела, на посту дорогу ему преградил сотрудник милиции, его снова отвели внутрь здания, заявив, что он якобы ударил милиционера, говорит Шарипов. Напомним, блогер, актер и режиссер Далери Имамали, известный своими репортажами и прямыми эфирами на злободневные темы Таджикистана, 4 июня сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали и допрашивали его в течение 5 часов. В видео, размещенном на своем YouTube-канале, он говорит, что инцидент произошел сразу же после записи передачи в приемной председателя столичного района Шахмансур. По словам Далери Имамали, тон беседы поначалу был вежливый, но затем в ход пошло рукоприкладство. Далери Имамали и Абдулло Гурбати в последние месяцы активно работали над подготовкой критических видеорепортажей о деятельности различных государственных органов Таджикистана, и их программы пользуются большим успехом. Скорее всего, жалобы некоторых чиновников на репортажи Далери Имамали о работе госорганов и послужили причиной его задержания. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы считаете, это реальное обвинение или специально, чтобы заставить блогеров замолчать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А задержание двух известных в Таджикистане блогеров произошло спустя несколько дней после того, как 11 журналистских организаций и редакций государственных и частных газет Таджикистана потребовали найти и наказать лиц, причастных к избиениям журналиста радио Азади Мулла Раджаба Юсуфзода и блогера Далери Имамали. В совместном заявлении журналистских организаций Таджикистана по случаям давления на журналистов было указано также на воспрепятствование деятельности СМИ при освещении событий в ИГБАО, вызов на допрос некоторых журналистов, воспрепятствование деятельности журналистов радио Азади Барота Юсуфи, Анушервона Арипова и Насима Исамова, изъятие у них телефонов и видеоаппаратуры, изъятие телефона и компьютера у корреспондента Азия Плюс Рамзии Мирзабековой. Авторы совместного заявления потребовали положить конец давлению и угрозам, преследованию и избиению журналистов. В то же время призвали журналистское общество и журналистов с осознанием национальных интересов Таджикистана, ситуации в регионе и мире работать в рамках законодательства страны и профессионально-этических норм и демонстрировать профессионализм как ведущий культурный и правовой сегмент гражданского общества. Органы власти, в том числе правоохранительные органы, обязаны соблюдать законодательство страны в области СМИ и не допускать нарушений закона, должны тщательно расследовать случаи воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов и в соответствии с законом привлекать виновных к ответственности, отмечалось в документе. Международные правозащитные организации критикуют Таджикистан за ограничение свободы слова, попрание религиозных свобод и преследование инакомыслящих. Власти Таджикистана отвергают критические замечания и заявляют, что в стране созданы все условия для свободной и
деятельности всех средств массовой информации. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!